Представленные в данном виде существа, именуемые богами, которые почитались древними скандинавами, на самом деле не являются богами, а всего лишь являются вымышленными существами. Воистину нет Бога, кроме Аллаха, и пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, его раб и посланник. Цель данного видео – продемонстрировать интересные совпадения и сходства в наименовании скандинавских элементов и божеств, используя в качестве вариантов происхождения их слов этимологию из ингушского языка. Но это вовсе не означает их прямую связь. Вашему вниманию приводим слова из скандинавской мифологии, в которой описываются различные мифические существа, имена божеств и легендарные места. Укажем на интересные параллели. Вальхалла, или же Вальгалла, что в переводе с прагерманского языка означает «дворец павших», или же «дворец мертвых» в германо-скандинавской мифологии, небесный чертог, в Асгарде, для павших в бою, рай для доблестных воинов. Интересная параллель прослеживается и в случае с ингушскими валгаллами, древними склеповыми могильниками-мавзолеями куполообразной формы, куда предки ингушей хоронили героически павших в бою доблестных воинов. Слово «валгал» в переводе с ингушского означает «вал» — смерть, «хала» — крепость, то есть крепость мертвых. Примечательно, что в переводе с прагерманского языка слово «валгала» этимологизируется так же, как и с ингушского языка. Валькирия, дочь славного воина или конунга, которая реет на крылатом коне над полем битвы и подбирает воинов. Как мы считаем, слово «валкирий» может состоять из слов «вал», что в переводе означает «мертвая», и «кирий» — «девы». Слово схоже с нахским «мехкарий», что также переводят как «мехк» — «страна», «карий» — «девы», то есть «девы страны». Асы, в германо-скандинавской мифологии высшие боги. Возможно, что асы – это тот самый народ асов, алан, обитавший на Кавказе. Это возможно доказывает, что асы пришли на место, где уже жили автохтоны, местное население, которыми пришельцы были приняты как боги. Примечательно и то, что аас – само название, нахов, личное местоимение я. Вали, в германо-скандинавской мифологии бог мщения. Вали был рожден с одной лишь целью – отомстить Фёду за неумышленное убийство Бальдра. Нахское слово «вал» – умереть и указательное местоимение, и «он» вполне логично вяжется с целью, которая вкладывается в имя этой личности. Видар, бог мщения из асов, убивающий волка в отместку за отца Одина. Вновь нахский вин – убить, дар делать. Хеймдаль, страж богов, охраняющий мост Радугу, Биврёст, на границе Асгарда и Мидгарда, от великанов-йетунов. Он надежный стражник, поскольку совсем не нуждается во сне. Слово «возможно» делится на Хейм и Даль, где Хейм отождествляется с нахским Хей-Хой, стражники, а Даль с нахским деле Дала, что означает бог. Йерд, в германо-скандинавской мифологии женщина-этун — священная божественная земля, когда-то родившая Тора. Это слово вызывает особенный интерес. Возникает аналогия с нахским петроглифом Йорда, горой Йордкорт, словом Айрда, святыня, священный, основной, опорный, земля и так далее. Нанна, дочь Неп, супруга Бальдра, мать Форсити. В переводе с нахского «нана» означает «мать».